Вы смотрите программу «Между тем». Я, журналист Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. И еще раз об импортозамещении. Приходится мониторить кучу информации, но считаю, что оно того стоит. Как я уже говорил, в России уже работает и набирает обороты импортозамещение. Россия обеспечивает себя всем необходимым, и у нее есть достаточно ресурсов. Новые разработки отечественных предприятий со всей страны анонсируются каждый день. Давайте пройдемся по ним. На предприятии «Турбослинские бройлеры» в республике Башкортостан построили новый цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса для сети быстрого питания. Создали 75 новых рабочих мест. Работающий в Липецкой области производитель лекарств «Рафарма» готов нарастить мощности и выпускать больше жизненно важных препаратов. Производственный комплекс ООО «Орбита СП», занимающийся выпуском косметической продукции, зубные пасты, пеномоющие, кремовая продукция, жидкие косметические средства, готов значительно увеличить производство с 2,7 до 6 миллионов единиц продукции в месяц. Инжиниринговая компания «Протемол» в Вологодской области будет выпускать оборудование для переработки молочной сыворотки, не имеющее аналогов в России. В Омской области ООО «Планета Центр» планирует расширить производство пленки для упаковки готовых круп, макарон, молочной продукции, замороженных полуфабрикатов, кондитерских и сыпучих изделий, а также викет-пакетов, которые для фасовки хлебобулочных изделий, мяса, текстильных товаров. Алтайская компания «Си-Сорт» готова вдвое увеличить объем производства, чтобы полностью удовлетворить потребность российских аграриев в фотосепараторах. Такое решение возникло в связи с резким увеличением цен на импортное оборудование и сложностями с его доставками в Россию. И на закуску. Утвержден план развития виноделия в России. Отрасль становится все более привлекательной для инвесторов. Возрождаются традиции виноделия. Растет культура потребления вина. Российские марки завоевывают рынок. Для более масштабного производства требуется увеличить площади виноградников и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта. Чтобы решить эти задачи, утверждена долгосрочная программа развития виноградарства и виноделия в России. Она предусматривает инвестиции в мелиоративный комплекс Юга России до 2030 года, помощь виноделам с бизнес-планами по созданию хозяйств, обеспечение их землями, посадочным материалом и техникой, запуск системы прослеживаемости качества продукции через государственные информационные системы, организацию и локализацию производства, спецтехники и оборудования, меры по повышению плодородия земель. Не сочтите за интересанта, это к слову. Увидимся.